Будь то во дворе или на чемпионате, Рафаэль Абзалединов везде показывал отличный результат. Любовь к спорту ему привили еще в школе. Баскетбол, футбол, волейбол, бег, танцы, кажется, для молодого человека не было невозможного. Я учусь в Башкирском государственном аграрном университете. Мы заняли первое место по волейболу среди всех первокурсников вуза. Однажды после тренировки Рафаэль почувствовал боль в ноге. Большого значения этому он не придал, но через 3 недели все же отправился к врачу. Тот назначил разогревающую мазь и бинт. От такого лечения молодому человеку стало только хуже, и через некоторое время ему пришлось лечь в больницу. Когда уже приехали в Москву, мне врач сказал, придется, скорее всего, ампутировать ногу. Я сначала не поверил этому, думал, как-то сон, думал, сейчас проснусь, и все пройдет. А потом оказалось, это не так. Было тяжело, конечно, родители очень плакали. Я держался, старался. До московской клиники Рафаэля направляли из больницы в больницу. По словам его мамы, если бы не ситуация с коронавирусом, то, скорее всего, ногу удалось бы спасти. Ведь в разгар пандемии молодого человека отправили лечиться домой. Разрезы сделали на ноге. Пришлось мне дома ему обрабатывать это все. Я со слезами, потому что я не могу на это. Там вообще прям мясо торчало из ноги. Потом выяснилось, что у нас, оказывается, 3-я степень рака. Потом в Москве нам сделали операцию. Уже они все пытались сохранить, иначе бы, говорит, в августе он бы умер. Однако потеря ноги Рафаэля не сломила. Он привыкает к новому себе и продолжает заниматься спортом. Раньше мог потягиваться, наверное, раз 12, потому что вес был больше. Сейчас могу потянуться раз 20. Не пасть духом Рафаэлю помогают родные и девушка. Сейчас Фируза навещает любимого чаще обычного. Признается, принять случившееся было непросто, но на отношения ситуация никак не повлияла. Разве что связь между парой стала еще прочнее. Я прихожу каждый день. Когда он только приехал в Уфу, я старалась с друзьями приходить к нему домой, чтобы он не думал лишнего, чтобы мы его как-то старались отвлекать. Вернуться к прежней активной жизни Рафаэлю помог бы протез. У Рафаэля есть протез, его выдали бесплатно. Однако жить активной жизнью с таким приспособлением невозможно. Весит искусственная нога не меньше 7 килограммов. С ней не то что бегать, передвигаться сложно. Рафаэль хочет продолжить спортивную карьеру и войти в сборную Башкирии по паралимпийскому хоккею. Протез, который позволит жить полноценной жизнью, стоит 4 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Но если мы с вами подключимся, то мечта 20-летнего молодого человека сбудется. И кто знает, может быть, жители республики или даже страны о перспективном спортсмене услышат еще много раз. Гульнара Сидикова, Ильдар Исмаев, столичное телевидение, вся Уфа.